Так, кто начинает-то? Все, можно начинать. Ozgina kutdik, Marat, 5 minut. Мгм. Все, начинаем. Давайте все, начинаем. Хазер барып 60 отырып қана человек у бітейін де. нас. О, все, отлично. Давай, Хазер, утроим орындыққа ғана, и все. И меня включай. Уже включено все. О, да? Мгм, хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Всех поздравляю с завершением месяца июль, потому что месяц июль, он, вы знаете, он был один из самых вот трудных, сложных месяцев, потому что тут все отдыхают, кто-то в деревне, кто-то в саду, в огороде, да, кто-то за границей, в Крыму, скажем так, и поэтому он называется вообще самый сложный месяц. И вот уже 2-3 дня осталось до закрытия месяца. Я хочу призвать вас всех еще раз приложить свои усилия на это закрытие, добивать баллы своих менеджеров и удачно, успешно закрыть этот месяц. И в связи с этим сегодня мы с наставниками решили пригласить в нашу структуру очень интересных людей, интересных спикеров. Во-первых, почему они интересны? Эти люди без своих наставников работают одни у нас в Казани и добились очень хороших результатов на сегодняшний день. Квалификация 1С, личные обороты 600, 700, 800, до 1000 достигают. Вот такие показатели. И эти люди, они даже не наша структура, это вообще другая структура, которая также в компании НЛ развивается. Это структура Марии и Алексея Силиных. Сейчас я хочу предоставить слово человеку, у которой были взлеты, были падения, но ни на что несмотря, она добилась тех результатов, которых хотела, и добивается. Успешная девушка, успешная мама, воспитывающая 2 детей, супруга. Это Гузель Гайнуллина. Гузель, пожалуйста, слово тебе. И мы начинаем сегодняшний Zoom. Все, спасибо большое, Гульсам Аликовна. Добрый вечер всем, рада всех видеть. Скажите, пожалуйста, меня нормально ли слышно? Должно быть все нормально. Рада приветствовать всех, кто пришел сегодня на этот Zoom. Я понимаю, закрытие месяца, дел много, но, однако ж, когда наставник устраивает событие, надо на нем присутствовать, забыть про все дела, потому что это дает стимул для дальнейшего роста. Представлюсь, меня зовут Гайнуллина Гузель, живу я в Казани, у меня 2 деток, как уже сказала Гульсам Аликовна, да. Квалификация моя 1С. Максимальная квалификация была в свое время 2С. Ну, в общем, как уже Гульсам Аликовна говорила, были тоже падения и взлеты, но тем ценнее то, что я сейчас имею. Все свои
минусы надо воспринимать как трамплин для дальнейшего роста. Я это прекрасно понимаю и призываю всех тоже к этому. История моя прихода в НЛ, она такая достаточно интересная. Немножко начну с этой предыстории. Уходила я во второй декрет с четкой целью больше не возвращаться в найм. Почему? Потому что приходилось добираться на завод, где я работала, к 7 часам утра. Сами понимаете, с детьми это все сложно. Соответственно, была четкая цель, чтобы выйти за время декрета на хороший доход, чтобы уже распрощаться с этим наймом, несмотря на то, что я была в хорошей должности начальника отдела, и зарплата у меня была относительно заводских расценок такая, нормальная. Первая сетевая компания, куда я осознанно пришла, это была другая компания, но я здесь быстро поняла, что больших успехов здесь добиться сложно. И был достаточно такой сложный продукт, который уже людям приелся, так скажем, да, пробовала себя потом в другой компании. И НЛ уже третья моя компания по счету. И тем, как я уже говорила раньше, тем ценнее то, что я имею сейчас. Потому что первый раз, когда я активировалась и получила на руки продукт, я просто обомлела. Настолько крутая упаковка, настолько классный дизайн. Я думаю, неужели может быть на российском рынке у российского производителя именно вот такое вот крутое качество? И почему я об этом не знала раньше? В тех компаниях, где я была раньше, очень сильно зомбировали людей против НЛ, и я, конечно же, сейчас понимаю, почему, чтобы люди, конечно же, не ушли оттуда и не пошли в НЛ зарабатывать деньги. Пугали разными страшилками, что там чуть ли не под страхом смерти, заставляют активироваться на 24 тысячи, ай-яй-яй, как же можно. Вот, соответственно, пришла я изначально не на продукт, приходила я на бизнес, поэтому я наступила на все возможные грабли, которые вообще только возможны в этом бизнесе, и сегодня я буду о них рассказывать на примере своем и на примере своих партнеров, поэтому, может быть, что-то вам отзовется, может быть, не отзовется, но в любом случае думаю, что кто-то себя в любом случае узнает. Сначала я все расскажу, а потом буду отвечать на вопросы. Итак, первая моя самая серьезная ошибка была, я не говорила в целом про НЛ. То есть я продвигала бизнес, просто бизнес, да, не говоря про компанию, не говоря про, в основном, у нас был проект, бизнес-проект, не упоминая о продукте. Я сейчас не понимаю, как можно было не говорить о таком классном, крутом продукте. Почему я не снимала сторис, почему я не показывала распаковку. Вот это вот тестирование, вот то, что мы сейчас смакуем, допустим, получая новый продукт, да, этого всего не было. Я не писала посты продуктовые, я не писала про компанию. И если вы сейчас этого не делаете, то прошу ко мне прислушаться и не повторять моих ошибок, потому что тем самым мы лишаем себя самых первых и самых крутых партнеров, потому что вот у новичков классно получается, у тех, кто сразу начинает говорить про бизнес, именно в контексте продуктового бизнеса, бизнеса НЛ, и который рассказывает о продукте. Чем раньше, в общем, вы начнете говорить о том, чем вы занимаетесь, да, что вы пришли в этот бизнес, тем быстрее у вас пойдут подписания и самые первые, самые крутые партнеры, потому что первые партнеры, они какие-то самые, я не знаю, надежные, верные, что ли, даже не знаю, как это обозвать, но у меня по крайней мере, так. Короче, грубо говоря, я, как я сейчас это называю, пользовалась продукцией тайком под одеялом. Вот, этого делать ни в коем случае нельзя. Обязательно все показывайте, все рассказывайте вашему окружению, клиентские чаты. Вот наверное, у вас тоже есть клиентские чаты, да, в вашей структуре, в вашей системе. Если их нет, обязательно заведите и прям делитесь с людьми. Только я вас очень прошу, если вы будете добавлять туда людей, обязательно спрашивайте разрешение, потому что людям может не понравиться, что их без разрешения добавили в такой-то чат. Вот, то есть заранее спросили разрешение, потом добавили в свой клиентский чат и начинаем уже им показывать ценность нашего продукта. Вот, как правило, никто не отказывается. Вот, по крайней мере, вот у меня на практике вот люди не отказываются. И дальше идем. Вторая ошибка моя. Я не изучала продукт досконально. То есть, продукт, активируюсь, да, то есть вот так вот как-то было, не придавала должной ценности продукту, и, соответственно, этого не делала моя структура.
Знать и изучать продукт нужно прям вот, ну, обязательно. На сайте очень много информации обучающей. У вас наверняка в своей структуре проходят продуктовые вебы, обязательно их нужно посещать и не пропускать ни одного такого мероприятия, потому что ну, это очень ценно. Как только вышел новый продукт, обязательно нужно его изучить. Вот вчера вышла вода, я надеюсь, что все были на презентации и обязательно купили себе бутылочку и, конечно же, изучили состав. Вообще, что из себя представляет эта вода, чтобы, ну, даже человек спросил вас с улицы, любой, да, вы могли сразу ему рассказать про эту воду. А не просто, что, ну да, бутылка, ну да, 3700. Ну, конечно, если так в таком контексте описывать и рассказывать людям, это будет дорого. А если описать все полезные свойства, вкусно, состав, цену, ценность и сравнить с аналогами, которые стоят от 5000, от 6, там доходят до 20 с чем-то, да, то людям это уже не покажется дорого. Много информации есть на сайте технологии, у нас на сайте компании в разделе технологии. Не знаю, смотрите ли вы вот эти вот подобные продуктовые вебинары, которые там сохранены, но там очень много полезной информации, и я прям вот, ну, призываю их обязательно изучать. Помимо этого, в компании проводятся каждую неделю, да, продуктовые вебы, и их, конечно, тоже нужно смотреть и призывать свою структуру, если она у вас есть, но обязательно будет. К тому же, то есть вот здесь полная дупликация. Смотрит лидер, изучает также и структура. Я ну, в этом твердо убеждена. В неделю, вот я считаю, что нужно смотреть хотя бы 2 продуктовых веба и прям все конспектировать, все записывать для того, чтобы дальше использовать это все в работе. Потому что просто посмотрели, это, ну, также забывается быстро. Так, дальше. Я себе все записывала, поэтому буду подсматривать. Мы первые клиенты своего продукта, да, то есть вот, как я уже говорила раньше, выходит новинка, мы обязательно должны ее протестировать, не просто попробовать. Попробовать это, ну, попробовал и все, как бы, да. Мы должны тестировать, то есть фиксируем ощущения, органолептику, как на вкус, как на запах, как вот именно после применения продукта, как ощущения, да, щиплет кожу, там не щиплет, там пузырьки, не пузырьки. И нельзя продавать тот продукт, который ты сам не протестировал, не попробовал. Вот у меня сейчас как бы такая четкая позиция, и тоже команде я это прививаю. Какая бы ни была финансовая ситуация, всегда можно как-то вот, ну, найти выход и тестировать новинки. И тогда вы будете на голову выше конкурентов. И делитесь обязательно этими ощущениями с другими людьми. То есть вы первый раз что-то тестируете, это неподдельные эмоции, и грех этим не поделиться, да, с другими людьми там в соцсетях. Обязательно нужно это делать. И, например, если это, допустим, какой-то крем, либо это там, допустим, патчи, которые нужно применять системно, и при системном подходе они будут лучше как бы работать, нужно показывать это каждый день. И тогда уже будут люди видеть, что это вы не просто ради там просто одной продажи делаете, а что вы это делаете в повседневной жизни, и лояльность ваших клиентов и будущих партнеров, она будет гораздо выше. Следующая ошибка, прям тоже, ну, такая серьезная, как я считаю, это на кого-то надеяться. Некоторые новички думают, вот я зарегистрировался, ну я же ему там приношу 70 PV, ну давай работай со мной, наставник, да. На самом деле, ну, ваша регистрация, она ничего не значит. И то, что вы попали как бы там в такую классную, крутую команду, к крутому наставнику, не означает, что не надо работать самому. За людей никто работать не будет, то есть надо начать с себя, лидером нужно становиться с первого дня и помнить, что наставник достается тому, кто его достает. То есть чем больше вы сами будете контактировать с вашим наставником, но не по тем вопросам, ответы на которые можно найти в своих же рабочих чатах, а по конструктивным, серьезным вопросам, да, то тем раньше вас увидят, тем раньше на вас обратят внимание, и тем быстрее будет ваш рост. Сами, то есть пишем наставнику, не ждем, когда вам наставник напишет и даст следующие инструкции, там, ЦУ, да, а сами всех дергаем, никто ничего не принесет на блюдечке, надо это понимать, что это бизнес, это наш собственный бизнес с самого первого дня регистрации. Зарегистрировались, все, мы купили готовый бизнес-кейс. Вот.
есть информация, вот, ну, обязательно источники информации, так называемые, это информация от компании, это сайт, это НБС, это NL News, канал в Telegram, наверняка тоже знаете, да, это каналы NL200, это для людей, которые делают личку 200, и NL70 для семидесятников. Вот если как бы у вас нет на этих каналах, то обязательно нужно туда добавиться и изучать информацию, потому что там очень много всего полезного. Компания сама дает очень много полезной информации. И следующий пункт, который вот тоже хочется мне отметить, не знаю, все ли меня поймут, быть благодарными. На самом деле мы в лучшей компании с лучшим продуктом, ну, многим есть с чем сравнивать, да, здесь это даже не поддается обсуждению, что качество у нас наилучшее, с лучшим маркетинг-планом. И компании, и наставникам за это огромное спасибо. Поэтому будьте благодарны по отношению к наставникам, по отношению к команде, по отношению к клиентам. И ну, даже за один PV, который вам прилетает от клиентов, умейте благодарить, и тогда вам воздастся и вернется гораздо больше. Раньше мы не придавали такого большого значения этому факту, этому нас научила Елена Чубарова, наш с вами общий вышестоящий наставник. Она постоянно нам об этом говорит, и хорошо, что мы начали вот это в работу внедрять. Мы применяем марафоны благодарности, то есть благодарить тех людей, которые что-то для нас сделали в этом году, и людям приятно, когда они получают от нас какой-то презентик, да, и дальше они уже, ну, уже завязывается диалог. Даже если вы считаете, что у вас никого нет в окружении, кто мог бы у вас заинтересоваться и приобрести продукт, вы начните благодарить ваше окружение, и вы сами даже вот, ну, не поймете, откуда начнут приходить к вам лояльные клиенты, потому что это очень круто работает. Вот, благодарность – это вообще лучшие чувства, конструктивные. И следующая ошибка, я ускоряюсь, потому что тайминг у нас здесь, игнорировать систему. Система, она состоит из 6 пунктов, и личный объем – это самый первый, самый важный пункт. Раньше личный объем многие воспринимали, в том числе вот, ну, я, моя команда, да, ну, все понятно, ладно, что там дальше, да, то есть не придавалось этому большого значения. Личный объем чаще делался, он как-то вот, ну, собственными потребностями и, хорошо, собственными потребностями, и не было необходимости искать даже вот клиентов там, допустим, да, но в один момент пришло понимание, что с настолько крутым продуктом просто грех им не делиться. Вот и тогда уже, ну, появились уже клиенты, хорошие клиенты, постоянные, которые сами там, допустим, пойдут в магазин, купят, либо будут заказывать каждый месяц. В общем, и личный объем – это то, на чем вообще строится наш бизнес. Вот из таких вот группа, вот этот групповой объем, он же состоит из маленьких личных объемов вот наших людей, нашего личного объема. И таким образом складываются огромные такие цифры. И это база, то, на чем все вот строится. Поэтому его нельзя ни в коем случае игнорировать. Чем больше личный объем ваш и вашей структуры, тем плотнее будет ваша структура, тем она будет устойчивая. Вот есть у меня девочки в структуре, которые там, допустим, делают 400, 600, 800 PV, да. Если я даже скажу, девочки, я ухожу из этого бизнеса, они мне скажут, ну ладно, хорошо, уходи. То есть никто следом за мной не побежит, потому что они здесь зарабатывают. Когда человек зарабатывает деньги, причем мне принципиально, чтобы человек зарабатывал деньги из всех как бы 3 источников, из которых это возможно, да, сейчас еще, по-моему, с наставника премиум появился 4-й, тогда его не надо искусственно мотивировать, его не надо искусственно как-то вот держать и кормить обещаниями. Он прекрасно все видит сам, и он сам держится за эту систему. Поэтому прежде чем начать что-либо делать, там какие-то дальнейшие действия, обязательно нужно вот додолбить этот момент, личный объем. Нужно докрутить его у себя и в своей команде. Если вы сами себе как бы не продали бизнес, не продали необходимость делать большие личные объемы, то ну, дальше продать этот бизнес, к сожалению, вряд ли получится. Внедрить это в свою команду, вот эту философию. Вот, даже Елена Чубарова говорит, что у тысячника могут быть семидесятники в структуре, то есть у человека, который делает 1000 PV, да, но у семидесятника, то есть у того человека, который делает 70 PV, никогда не будет тысячника.
А тысячник – это уже такая, ну, серьезная, хорошая, прям боевая единица, самостоятельная, которая зарабатывает деньги. Вот. Ну и дальше, конечно же, следующий пункт – это рекрутинг. Если мы не будем приглашать людей, если не будет расти наша структура, естественно, она потихоньку сойдет на нет. То есть она превращается, ну, наша структура, наша система, она превращается в болото стоячее, и все, туда поток воздуха перестает идти. И мы просто как бы, ну, начинаем как бы вариться в собственном соку, так скажем. Вот. Не будет масштабирования бизнеса, как мы хотим. И следующий пункт – это события, конечно же, события от ваших наставников, которые нельзя игнорировать. Благодаря событиям люди растут, благодаря событиям люди вообще узнают какие-то новости, подпитываются вот этим вот командным духом, приобретают знания новые. И если у вас в городе, допустим, происходит оффлайн событие, конечно же, на нем надо быть, бросив все дела и прям бежать. Если в городе, там, допустим, недалеко от вас, тоже нужно бросить все дела и туда бежать. Если это онлайн событие, то, конечно, сам Бог велел нам сесть и сидеть, смотреть это все. Я думаю, что все это понимают, да. Следующий пункт, который хочется мне тоже затронуть, это осваивать соцсети. Обязательно нужно быть в соцсетях. И учиться вести Инстаграм. Вот к вам, насколько я знаю, приходил же уже человек, да, который профессионально занимается текстами в Инстаграм, много СММщиков, которые тоже занимаются Инстаграм, но очень много знаний также у нас в блоке NBS Lift по Инстаграм. То есть когда человек проходит эти все этапы, и у него уже становится, ну, как бы все встает на свои места, он понимает, какую шапку ему там написать, какой контент ему производить, какое видео ему снимать и так далее. И в каком русле все это преподносить. Постинг должен быть регулярным обязательно. Посты должны быть интересные. Посты. Сторис также должны быть регулярными, потому что здесь мы показываем свою жизнь раз, мы показываем продукт, можем показывать, да, сколько хотим. Там, конечно, говорящая голова, вот в таком формате, что человек сидит и вещает, не должно быть слишком много. Но, тем не менее, вот это простор для нашей фантазии, сторис, поэтому этот пункт нельзя игнорировать. Прям люди должны видеть нас, ежедневные наши действия, то, что мы пользуемся нашим продуктом в своем обиходе, и они уже утепляются, становятся лояльными. Вот, кто не прошел в NBS Lift курс по Инстаграму, обязательно пройдите, потому что, ну, это очень крутая возможность приобрести навыки вот именно SMM-продвижения. Причем надо писать посты самостоятельно. Пусть это будет сначала коряво, но зато это будет ваш пост выстроенный. Просто приходится сталкиваться в сети. Один пост, он гуляет по всем аккаунтам. Ну, это не камильфо, сами, наверное, понимаете. Пусть будет 2-3 предложения, но зато это будет, ну, уже прям ваш стиль, ваш текст, и люди будут вас узнавать. То, что это их знакомый написал, а не у кого-то это все стырил. И фотографии. Хочется сказать также про фотографии, что они должны быть тоже, ну, нормального вида, да, не просто там сфоткал какой-то драйн-эффект и выставил и так далее. Сделайте какую-то интересную фотку, которая будет цеплять с вами, допустим, да. Все можно спрятать в дальнейшей в карусели, все там, чем вы хотите дальше поделиться, информацию. То есть надо делать все максимально эстетично. Сами видите в компании, какой красивый сайт, какая красивая упаковка, дизайн, вообще подача, наш аккаунт НЛовский, они очень красивые, и поэтому надо, конечно, этому соответствовать. А когда люди видят колхоз, то, конечно, им, ну, во-первых, они думают, ага, НЛ это вот этот, оказывается, колхоз, это раз, и во-вторых, у них отпадает желание вообще сотрудничать с этим человеком, не покупать продукт и не приходить к нему в бизнес. Поэтому надо становиться, конечно же, профессионалами. Вот. Важно быть активными и видными, чтобы вас замечали, чтобы люди в чатах видели, что вы такой уже самостоятельный, крутой лидер, который не боится, там, допустим, задать вопрос, который не боится прийти на помощь, там, ну, помогайте друг другу, это на самом деле очень классно друг друга поддерживать, несмотря даже если вы там не в разных ветках, да, это всегда здорово работает. Потом сначала там человек вас выручит, потом вы его можете выручить. И вот эта вот взаимопомощь, она очень, ну, нужна в жизни. Вот. И еще один пункт, который хочется затронуть, это вечный ученик.
Вот есть люди, которые пришли, зарегистрировались, попали в чаты и сидим. И сидим, ага, сегодня будет веб, ага, посмотрю, но завтра точно начну. А завтра еще, оказывается, один вебинар будет, не, ну его надо посмотреть, а то я недоэксперт получается. Не-не-не, вот завтра его посмотрю, и тогда уже точно начну. А послезавтра там еще один вебинар интересный, и дальше там вебинары очень крутые, интересные. И НВС Лифт еще не полностью изучила, а там еще в разделе технологии столько всего. Ну, то есть человек становится вечным учеником, и в конце концов все его вот эти вот начинания, они сходят на нет, потому что вот эта та мотивация, которая была на старте, она, конечно же, уже угасла в процессе вот этих всех изучений. И казалось бы, вроде человек что-то в чем-то разбирается, но на самом деле он теоретик, а никакой не практик. Поэтому, конечно же, важно, если вы пришли, если вы зарегистрировались, если вы хотите работать, включаться сразу и в процессе работы все изучать, все штудировать и осваивать все, в общем, на практике. Теория никогда не сделает из человека профессионала. Вот. И последний пункт, который вот мне хочется тоже отметить, обязательно часто общаться с наставником, об этом я говорила, чуть не сказала с начальником. Начальника у нас, слава богу, нет здесь в бизнесе. Наставник сказал, что сурок или хорек – это птица, значит, надо в это верить. В общем, он плохого не посоветует, он плохого не подскажет, всегда нужно держаться этого человека. Это человек, который мыслит объективно, это тот человек, который интегрирует систему в нас, он нам показывает путь, по которому надо двигаться, и даже если ваш наставник пришел только вчера, то есть на день раньше вас, все равно он уже знает немножко чуточку уже больше вашего. И это человек, который является для вас теплым человеком, к нему всегда можно прийти. Ну, конечно, не надо делать из него жилетку, в которой надо плакаться, но, в общем, с ним можно и нужно разговаривать. Вот вроде бы все, Глюся Маликовна, вроде все осветила то, что хотела. Вопросы есть? Нет? Или сразу передам слово Адиле. Мгм. Так, все хорошо. Передаю тогда слово Адиле, Галиуллина Адиля. Хочу представить вам своего лидера. Это девушка, которая добивается очень хороших результатов благодаря тому, что сама научилась сейчас делать очень хорошие объемы и учит этому свою команду. Вот то, о чем я тоже говорила, да, пока человек не научится сам, он не может научить команду. Она сама научилась, и сейчас к ней приходят такие же заинтересованные люди, которые начинают очень круто работать, стартовать. Но она сейчас сама тоже расскажет. Галиуллина Адиля, мама тоже 2 деток, живет в Казани, сейчас она вам расскажет про личный объем. Адиля, бери слово. Девочки, минуточку. Сейчас покормлю и возьму. Глюся Маликовна, можете брать микрофон? Так, давайте я пока сама продолжу, пока Адиля немного занята. Очень хорошие, как сказать, очень хорошие такие слова, да, ведь были напутственные слова, как работать, что делать, как начать. Вот как вы сами начали, тут вопрос поступил, как вы сами начинали? Вопрос в чате, пожалуйста, Гузель, ответь. Я пришла сюда конкретно за результатами, поэтому я, конечно же, не ждала, когда мне что-то кто-то принесет готовое. Начала активничать с самого первого дня. У меня была небольшая команда, которая перешла, которая была априори доверяла мне, да, которая перешла со мной вот из другой компании. У меня была не такая прям серьезная лидерская квалификация. Вот, но, тем не менее, эти люди мне доверились, мы с ними вместе пошли. Кто-то, конечно же, отвалился в процессе. Вот. Появилось много новых людей, которые тоже заинтересовались бизнесом с компанией NL International, потому что увидели здесь перспективы.
много людей, которые боялись именно того, что, как сказать, немножко вот, ну, репутация была у компании на тот момент, что это там люди с татуировками и так далее, да, когда они увидели, что именно вот я тоже начала заниматься НЛ, человек, которого они знают, у которого, ну, нормальная репутация, так скажем, без татуировок и так далее, они захотели ко мне присоединиться. И многие из этих людей продолжают со мной по сей день, у них тоже есть квалификация у многих, и мы с ними вот идем рука об руку, так скажем. У меня такой вопрос, да. Смотри, Гузель, ты работаешь без наставника, да ведь? Вот какие трудности встречаются и какие плюсы? Ну, не сказать, что я бы совсем без наставника работаю, просто они у меня живут в Новосибирске, и у них физически нет возможности часто со мной общаться. Но это меня закалило. Благодаря этому я знаю, что надо рассчитывать только на себя, надеяться только на себя, и события, мероприятия я зачастую организовываю самостоятельно. У меня команда, она раскидана вообще по всей России, еще в Казахстане, там люди есть, на Украине. С ними мы общаемся посредством современных средств связи. Это Telegram, это WhatsApp, Viber и так далее, Skype. Ну, это очень сплачивает команду, такие вот именно вот средства связи, да, несмотря на то, что мы все в разных местах, мы, тем не менее, очень дружны. Я считаю, что очень важно создать вот такую вот теплую обстановку, теплую атмосферу для того, чтобы всем было комфортно работать. Ага, спасибо большое, спасибо, Гузель. То есть, да, если даже наставник вдалеке, можно строить бизнес, да, ведь можно работать, потому что у нас есть зумы, у нас есть онлайн-работа в чатах и вообще в телеграм-канале, да, ведь? Ага, Конечно, спасибо вообще большое. никаких препятствий абсолютно нет, прекрасно работаем со всеми. С кем Все, надо, спасибо. созваниваемся, да. Мгм. Спасибо большое. И вот Адиля, про Адилю я тоже хочу сказать. Она у нас в компании, вот именно в твоей команде 2 года, да, я насколько знаю? Да, 2 компания года. «Новая Газета». То есть эта девочка, как мы с тобой уже раньше говорили, что, ну, до 70 PV она так, ну, с натяжкой, да, ведь люди же приходят, не все же могут сразу сделать там 200, 400, да, и, то есть у нее уже есть практика, есть опыт работы. На сегодняшний день у нее личные обороты от 600 и выше, если я правильно понимаю, да? Да. Да. Мгм. И вот скажи, пожалуйста, какие инструменты ты даешь своим менеджерам, чтобы они могли продавать? Вот нам вот это интересно. Как продавать? Вот. Вообще человек вначале сам должен для себя понять, зачем ему это надо. То есть пока Аделя не поняла, зачем ему это надо, ей это надо, она не научилась продавать. Когда она поняла, что это дает ей деньги, что это дает ей возможность твердо стоять на ногах и строить команду, она уже начала это делать хорошо. То есть мы подключили клиентский чат, причем не номинальный, чтобы он там просто был, да, то есть она конкретно там прокачивает, работает, мы все так работаем. Клиентский чат такой активный, рабочий. Плюс подключили, ну, у нас тандем, Instagram, WhatsApp, Viber, ну, Viber это уж поскольку, да, эти статусы дублируем, сторис из Instagram, плюс Facebook, плюс ВКонтакте. И в тот же день мы затрагиваем эту же тему в клиентском чате. Вот это вот люди, которые сидят в наших клиентских чатах, как правило, они же еще смотрят и наши сторис. То есть тем самым получается сразу несколько касаний. Они видят, что сегодня затрагивалась эта тема в сторис, они видят, что то же самое еще появилось как бы в WhatsApp, и они уже видят прокачку этой же темы в клиентском чате, и тем самым лояльность намного выше получается. Вот это вот хорошо работает. В том числе потом мы продаем кейсами. То есть мы объясняем клиенту, что нет смысла вообще там брать, допустим, один драйв для того, чтобы был у него появился какой-то результат, да. Мы именно вот объясняем ему, что ему нужно будет подойти комплексно, системно ко всему, и пускай он сначала возьмет что-то одно, но он обязательно уже докупит в процессе и остальные позиции. То есть с точки зрения выгоды для него,
что от одного продукта, ну, пользы не будет такой большой, нежели это было бы при покупке кейса. То есть работаем кейсами. Это дало хороший прям прирост именно в групповом объеме и в личном у всех. Все, спасибо большое, спасибо. А вот то, что, например, ну, говорят, 3 дня один продукт продавайте, потом 3 дня следующий продукт продаете. Вот как это, по-вашему? Честно говоря, у нас нет такого. То есть бывает такое, что, допустим, одну неделю мы в сторис показываем, допустим, конкретно один продукт, как мы его качаем, потом уже переходим на другие продукты. Но это больше как-то вот нативно происходит, наверное. То есть нет такого вот конкретного такого инструмента, что мы вот сначала качаем одно, потом другое. Ну, имеется в виду такого. Конечно, контент-план прокачки клиентских чатов у всех есть. Как правило, это такие флагманские продукты. То есть нет смысла размениваться по мелочам, сами понимаете. Мелочевку такую, как помаду и так далее, человек может купить в Литуале. Все, спасибо. Спасибо большое. Сейчас слово передаем Адиле. Адиля, пожалуйста, слово вам. Микрофон включите. Всем привет, меня слышно, видно? Слышно Меня и видно вас, пожалуйста, говорите. Хорошо. Меня зовут Адиля Галюрина, я живу в городе Казани. И сегодня я буду рассказывать вам по поводу того, что для меня в первое время очень было сложно делать 7SPV. Я как-то вот именно на 7SPV смотрела то, что это вот нереально, тяжело, потому что это такие деньги. И поэтому у меня первое время 7SPV делать не получалось. Изначально вообще как рассматривать, если как я пришла именно в сетевой, то, как сказать, жизнь заставила меня прийти именно в сетевой. И я была в первое время именно в другой компании, и там не получалось тоже делать товарообороты. И так случилось, что мне предложили именно прийти в компанию NL International. Но когда мне поступило вот это предложение, я сразу сказала то, что только не предлагайте мне вот эти порошки, и я не буду показывать свои, извиняюсь, конечно, да, голые сиськи там и еще что-то, да. И для меня компания изначально была совсем, я видела ее совсем по-другому. И когда Гузель рассказала мне то, что деньги в компании можно вывести сразу, я уже сразу зацепилась за это и решила попробовать. Когда я пришла, 70 PV делать это было сложно. И я пробовала по-разному. Сначала брала на свои денежки, потом поняла то, что есть именно то, что мне мешает делать вот эти 70 PV. Потому что я говорила себе то, что мое окружение у меня не купит. Потому что, ну вот, думала за них и всегда решала за них. У кого-то там денег нету, или, допустим, у кого-то подумает то, что чуть-чуть волнуюсь, извините, конечно, первый раз так выступаю. И то, что они будут думать о том, что вот если они у меня купят, то я на них наварюсь там, ну, какие-то вот такие вот всякие тараканы были в голове. И
думала, то, что вот я сейчас расскажу про продукт, но они все равно купят не у меня, а пойдут к другому человеку. Сначала разузнают все у меня, а потом пойдут и купят у другого человека. И вот такие тараканы, я их называю, да, всякие страхи мои, и они мне мешали делать вот эти большие товарообороты. И когда я выходила из декрета в найм, я поняла, что у меня была такая цель похудеть на 45 килограммов. И я просто решила заняться собой и начала нашими продуктами пользоваться для себя, просто получить результат. И в этот момент, когда я начала именно пользоваться нашими продуктами, пить их, да, я в связи с тем, что работаю именно в найме, забыла именно про свою цель, и за 3 месяца я похудела на 13 килограммов. Через 2 месяца я забеременела. Для меня это было самым большим таким вот радостью, потому что после второй неудавшейся беременностью я не могла забеременеть. И врачи говорили только жди чуда, потому что все нормально, а в итоге нету. И после вот этого всего я решила то, что выйду в декрет и начну действовать. И когда вышла уже в декрет, я ежедневно снимала сторис. Почему именно сторис? Потому что через сторис я могла дать информацию всем людям. И у меня был такой еще стереотип, что я не люблю навязываться людям. Если я не могу просто взять и кому-то рассказать про продукт. Для меня это было тяжело. А через сторис я ненавязчиво просто рассказываю про продукт, про его все плюсы, все минусы, и тем самым я доношу им информацию именно про наш продукт. И после этого где-то 3 месяца я вот так вот каждый день снимала то, что я кушаю, то, что я ем и все такое. Но в принципе результатов таких особо не было. Но я все равно это делала в ежедневной основе. И я понимала то, что если я один день пропущу, то у меня может такое быть, что я пропущу своих заказов. И ежедневно это не один сторис, а с утра до вечера. Просто снимала. Я в декрете, и просто я для себя поставила цель, потому что это второй декрет, и 3 года декрета первый я уже потратила впустую из-за того, что у меня было очень много страхов, стереотипов всяких, обдумывания, то, что вот, почему у меня не получается, почему у меня еще что-то. И вот этот декрет я уже решила то, что не упущу эту возможность, потому что это дано для меня, чтобы просто доказать себе, что я реально здесь состоюсь. И у меня было много возможностей уйти от компании, но всегда что-то держало меня, потому что если я здесь не попробую себя, не сделаю того, что другие люди делают, то, что у кого-то там получается, это означает то, что может получиться и у меня. И просто мне нужно делать то же самое, что и они делают. И поэтому я вот решила то, что буду делать вот это вот всё. И после того, как я родила, в марте я родила 20-го, и в апреле у меня просто, не знаю, какой-то шквал началось. И когда я для себя, вообще для меня было тяжело делать 70 PV,
самый наибольший PV я делала 256. Для меня это было еле-еле-еле. А в апреле я сделала 600 PV. Просто вот из 256 PV я просто стартанула на 600 PV. Просто делая те же действия, что я делала в декрете. Получается, с 1 декабря я вышла в декрет, и с 1 декабря я каждый день снимала сторизы, вела в чаты. В чатах я рассказывала про продукт, и в сторизах я просто показывала, как я пью, и я про продукт стараюсь рассказывать как про кусочек торта. Вот есть у нас кусочек торта, вот, например, чат для меня это как мой дом. Приходят в гости и, например, когда приходят ко мне в гости, накрываешь стол. И если, например, я, например, приготовила торт, угостила ее подругу, и подруга начинает у меня расспрашивать, допустим, что за тортик, допустим, как ты приготовила и все такое. Вот точно таким же образом я просто про наш продукт рассказываю. И в сторисах еще, знаете, что именно меня зацепило? Я увидела тех девочек, которые делали 1000 PV. И для меня это было каким-то таким щелчком, что ли, в голове, да, когда мне тяжело 70 сделать, кто-то делает 1000 в месяц. И я для себя понимала, что это реально возможно. И вот как раз вот это и меня сподвигло тому, что нужно снимать каждый раз. У тебя есть настроение, нет настроения, всегда выходить именно в хорошем настроении и всегда показывать наш продукт. И когда пьешь энерджи-диет, реально настроение сразу другое. И моя беременность, она протекала в этот раз совсем по-другому. И роды были тоже очень такие вот быстрые, что ли, не знаю. Если у беременных, например, охота спать, то когда я пью энерджи-диет, у меня совсем другое было. Охота все время что-то делать, энергии. И поэтому вот это вот все я и рассказывала в сторизах, показывала в сторизах. И после родов с маленьким ребенком на руках я вот начала делать вот такие вот товарообороты. И, как говорится, вчерашние мысли, вчерашние действия приводят всегда к нашему результату. И то, что я делала до этого, это все не осталось как бы не просто так это было, а именно вот привело к таким вот результатам. И да, у меня из чата идет. И то, что, например, у меня же были страхи, то, что мое окружение не купит, мое окружение ко мне не придет. Я просто начала с этими моментами работать. И когда у меня поступало, например, такое мнение у себя в голове, да, вот она у меня не купит, я всегда себе говорила: нет, она у меня купит. Почему она не будет покупать? Она у меня будет покупать. Она придет ко мне. И мое окружение всегда будет обращаться ко мне. И сейчас вот благодаря этим вот работе именно с самим собой все мое окружение пришло именно ко мне. И если даже увидеть у других, допустим, про наш продукт, то они в первую очередь обращаются ко мне и спрашивают про продукт. Всегда. И всегда спрашивают про рекомендации. И я стараюсь еще... Почему я еще не придавала значимость своим результатам. У меня результатов по продукту очень много. И я просто начала вспоминать, какие же изменения у меня произошли благодаря нашим продуктам. И
после этого я начала людям тоже рассказывать вот свои именно результаты, показывать это все. И это очень хорошо работает. Вроде все. Если есть вопросы, задавайте. Я вот сейчас озвучу вопрос с чатом. Адиля, скажите, пожалуйста, продажа идет с Инстаграма или с личного общения и встречи? У меня продажи идут с... Вот не могу я одно и то же как бы выбрать, да, потому что я в Инстаграме тоже сторис выкладываю, в чате тоже работаю, в сторис в WhatsApp тоже работаю, и ВКонтакте тоже в сторис выкладываю вот это вот все. И мое окружение, получается, видит и в Инстаграме, и в чатах читает, и вот этих других сторисах тоже видит. И я не могу сказать именно, что дает щелчок именно у них в головах, чтобы, ну вот, прийти ко мне и спросить про продукт и все такое. Мгм. Ну вот вопрос, я тоже его написала в чате, еще раз озвучу. У вас покупали после того, как вы выкладывали сторис, то есть у вас Инстаграм работает хорошо на продаже, верно? Сейчас, да, сейчас у меня сторис очень хорошо начал работать, у меня мое окружение начало и уже спрашивать именно про бизнес уже. Все хорошо, пока вопросов нет. Если у кого-либо вопросы, напишите, пожалуйста, в чате, я все озвучу. Адиля, еще немного не уходи, пожалуйста, ладно? Мгм. Очень хорошо излагала. Спасибо большое. Вначале только ты волновалась, но Мгм. потом все прям как по маслу ты дала материал такой. Инструмент хороший дала. Спасибо большое. Я думаю, сейчас Вот еще вопросы. один вопрос. Да, еще один вопрос. У вас есть менеджеры и команда? Да, есть. У меня, как сказать, вот одна девочка, моя соседка, пришла именно к моей энергетике, видит то, что я мамочка, то, что у меня маленький ребенок, месячный ребенок и маленький, и еще дочка у меня старшенькая. Еще мы в карантине, когда все дома сидели, видя то, что я именно как работаю, она просто пришла, решилась, рискнула, и она второй месяц только уже делает 400 PV. Супер. Так, еще вопрос. Что повлияло на бешеные продажи? И вопрос, откуда вы? Я из Балтасинского района сама. Вот, а на вопрос, что повлияло на бешеные продажи? Тоже ответ хотят услышать. Когда-то мне Гузель сказала, я у нее спрашивала, как вот сделать это, как вот сделать там 1000 PV, вот. И она мне сказала, нужно задавать не как сделать, а что нужно для этого делать. И это первый вопрос. И второй вопрос, она мне сказала, когда она делала 400 PV, а я делала где-то 100 PV. Я просто, как ты делаешь, я у него спрашивала, она мне сказала, я просто взяла ответственность в свои руки. И не надеясь ни на кого больше, кроме себя самой, просто вот взяв ответственность в свои руки, начала все делать. И надеяться только на себя. Молодец, отлично. Спасибо. Вот тут еще спрашивают, как можно вас найти в Инстаграм? Адиля, смотрите, вы мне скиньте свой аккаунт, да? Ладно. Ну, Гузель скинет или вы скинете, и я отправлю в чаты, хорошо? Я сделаю Хорошо. хорошие промо на вас и отправлю. То есть мне не Хорошо, жалко, хорошо. все зайдут. А так можете сказать сейчас. Ну, у меня вряд ли найдут, потому что она зашифрованная. Ладно, хорошо, тогда скинете, ладно? Ладно, Аккаунт. хорошо. Пусть подписываются, пусть смотрят, как работает. Вот молодая мамочка, да ведь? Да. Как вообще С ребенком. с ребенком, да. У нас просто Спасибо тебе. зубки выходят, поэтому. Спасибо тебе большое, вообще супер.
очень хорошо дала информацию, инструменты дала. Так, еще есть вопросы, Дина? Вопросов Надеюсь. нет, есть благодарности, благодарят, спасибо за мотивацию. Вот тут вот еще написали, Адиля, спасибо, помогла мне понять мои страхи, проблемы. В общем, всем Мгм. нравится, Еще смотивировали. я, например, своим девочкам, когда приходят, даю всегда вот такую вот свою фишечку, написать именно все свои страхи сначала, вот чего они вообще боятся. То, что у него не купят, то, что мое окружение не купит, у меня нет денег, и у них нет денег, и все такое. И с другой стороны написать именно то, наоборот уже. У меня купят, у меня много денег, у них тоже есть деньги, у всех есть возможность и все такое. И вот. И это очень хорошо работает. И повторять это каждый день с утра. Все, спасибо. Спасибо огромное, Адиля. Мы еще будем тебя приглашать, если ты не против. Я не против. Извините за Спасибо. то, что вот так вот Нет, все хорошо, переволновалась. все нормально. Так бывает, ты же первый раз выступаешь. Конечно, поэтому все нормально, все отлично. Спасибо вам за то, что вот так вот Спасибо. пригласили Мгм. меня. Так, спасибо. Давайте я сейчас завершу. Звуки отключите, пожалуйста. Все, спасибо. Дорогие менеджеры, уважаемые наши менеджеры, конец месяца. Вот 2 дня. Проявите себя. Приложите все усилия, чтобы закрыть квалификации, чтобы довести себя до 200, до 400, до 500 PV. Видите, вот Адиля – это для всех, для вас пример. Вы увидели ребенка маленького, да, но несмотря на это, она, то есть, добилась того, чего хотела, и дала сегодня нам очень классные инструменты. Гузель Гайнуллина, я хочу выразить огромное спасибо этому человеку, спикеру абсолютно другой структуры усиленных, за то, что поделилась фишками, за то, что привела к нам своего такого сильного менеджера. И хочу пожелать всем нам, им всем удачи, успешного закрытия месяца. И я очень надеюсь, что мы с вами после таких фишек очень хорошо закроем месяц. Спасибо большое всем. Спасибо.